В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. В кресле игрока учитель истории 26-й столичной школы Мухаммад Чукуев. Мухаммад Маршалла. Дел Маршалла. Как учителю истории я хотел бы задать вопрос, Мухаммад. Существует ли период истории, который вам особенно близок? И почему? Я лично считаю, что все-таки главное направление в истории — это знать международные отношения между государствами, особенно когда сложилась современная система взаимоотношений после двух мировых войн. Примерно это время, когда появились первые важные международные институты, такие как ООН, очень важно изучать именно направление, где рассматриваются локальные конфликты или как их урегулировать. И, несомненно, в этом плане может сыграть главную роль именно изучение международных отношений, так как конфликты, они рано или поздно случаются на разных уголках планеты, поэтому необходимо попытаться их предотвратить. Какое историческое событие вы считаете самым значимым? Для всего человечества в целом, если взять глобальную историю, все-таки я считаю самым значимым, который повлиял и влияет даже в наши дни, это Вторая мировая война. Ее последствия до сих пор ощутимы. Например, там, конечно, были жертвы, огромное количество людей погибло, к сожалению, но это дало толчок и освобождению некоторых государств в мире. Особенно освободилась Африка, например, в 60-м году, освободились страны так называемого третьего мира. То есть война и положительно повлияла на эти регионы. То есть люди получили право на самоопределение. И арабский мир тоже, мусульманский мир, освободились от колониализма, например. Кстати, такой неожиданный ответ. Я думал, вы уйдете в античность, в древность. Я думал, как это Древний Рим, арабский халифат, что-то из этого будет ответ. Это, скажем так, очень далекие времена, они несовместимы с историческими формациями, то есть это происходило очень рано. Если смотреть на древность, то мы также должны и обратить внимание на средние века. Это же мост все-таки двумя временами, то есть двумя эпохами, поэтому. Отлично, Мухаммад. Если ты готов, мы начнем нашу игру. У тебя есть 3 подсказки, из которых необходимо выбрать оптимальные для тебя 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберешь? Право на ошибку. И еще одно. И 50 на 50 тоже. Хорошо. И первый вопрос звучит так. Что символизирует 9-конечная звезда на гербе нашей республики? Вечность, тейпы, общество чеченского народа, принципы, адатов. Вечность подразумевает круг на нашем гербе. Принципы адатов тоже отпадают у нас здесь. Получается общество чеченского народа. Тукумы. Назывались тукумы. Ответ С. В основу композиции герба легло образное стилизованное решение, соответствующее национальному менталитету и месту чеченского народа в современном мире. 9-конечная звезда символизирует 9 чеченских обществ, тукумов, как единый народ. Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Государственными языками нашей республики являются чеченский, русский, чеченский, русский, чеченский и арабский. Учитывая, что мы живем все-таки в Российской Федерации, то здесь государственными языками Чеченской Республики являются закрепленные конституцией. Это чеченский и русский, вариант А. Конституция Чеченской Республики гласит, что государственными языками в регионе являются чеченский и русский языки. Их статус как государственных не ущемляет права других народов, проживающих в субъекте, в использовании и развитии своих языков. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Какой населенный пункт не имеет статус города? Шелковская, Наурская, Автуры, Ойсхара. Здесь у нас вообще 11 городов Чеченской Республики, и, соответственно, из них Шелковская относится к городу, Наурская, Ойсхара. Я думаю, что лишним здесь является Автуры. Верно. Шелковская, Наурская, Ойсхара в этом году получили статус города, а Автуры – это село. Четвертый вопрос. Прикоснувшийся к чему кровник должен был быть помилован? На дожачной цепи потерпевшей стороны, оружию, надмогильной плите, к знамени рода. Так, здесь чуть сложно, на мой взгляд. Так, значит, оружию как-то не кажется мне. Я ссылаюсь на то, что кровник должен быть помилован, если он прикоснулся к надмогильной плите.
мне так кажется. Кажется. Да, вот исходя из логики и то, что я... Какой логики? В чем там прикол прикоснуться к надмогильной плите? Это олицетворение смерти, жизни. Кстати, да, кстати, хорошая логика. Но уверен ли ты в этом ответе? Не особо, конечно. Может, тогда воспользуешься подсказкой? Тогда я воспользуюсь правой на ошибку. Право на ошибку, да, получается. Право на ошибку. И твой ответ? Так, первый мой ответ — это надмогильная плита. Надмогильная плита. Ответ принят. Самым важным атрибутом в доме у каждого чеченца был священный очаг, неугасающий огонь которого символизировал единство семьи и спускавшаяся над ним надожачная цепь. Прикоснувшийся к надожачной цепи, кровник должен был быть помилован. Это неверный ответ, но благодаря подсказке ты идешь дальше. Конечно. По какому поводу проводили торжественный обряд, который называется «брат, зарезавший быка»? Принятие в тейп представителя другого тейпа или народа, успешного завершения сельскохозяйственных работ, важных семейных событий, укрощения стихии. Так, принятие представителя другого тейпа или народа, успешного завершения сельскохозяйственной работы. Так, важные семейные события, укрощение стихии. Если ссылаться на глубокую древность, то есть также отголоски и некоторых суеверий, народных верований. Безусловно. Так, брат, зарезавший быка. В какой-то степени формулировки вопроса даже есть подсказка к ответу. Мне кажется, или я так думаю, что это принятие в тейп представителя другого тейпа или народа. Почему? Хотя, если взять слово «брат», то здесь есть также и семейные события, связанные с семьей, с каким-то грандиозным событием. Но вообще это сельскохозяйственные работы и бык. Есть взаимосвязь между ними. Ну, может быть, там в качестве ритуала для укрощения стихии, тоже может быть в принципе. Окончательно выбираю ответ А. Принятие тейп представителя другого тейпа или народа. Несмотря на распространенное мнение, чеченское общество никогда не было закрытым. Существовал обычай «стубейн ваш», брат, зарезавший быка, или зарезав быка, ставший братом. Это торжественный обряд жертвоприношения и пиршества в честь принятия в тейп представителя другого тейпа или народа. С тех пор человек становился полноправным членом этого общества и получал его защиту. Из тейпа могли и изгнать за совершение какого-либо проступка. Абсолютно верный ответ. Давным-давно, я вот только сейчас вспомнил, что мы об этом уже обсуждали на уроках истории, именно по чеченской истории. Наш преподаватель об этом часто говорил, о датах именно. Был такой раздел. Шестой вопрос. Что гласит первый пункт первой статьи главы об основах конституционного строя Конституции нашей республики? Чеченская республика есть демократическое правовое государство в составе России. Территория Чеченской республики является единой и неделимой и составляет неотъемлемую часть территории России. Источником государственной власти в Чеченской республике является ее народ, являющийся частью многонационального народа России. В Чеченской республике признаются идеологическое, политическое многообразие и многопартийность. Ну вот здесь как-то смешалось у меня и Конституция Российской Федерации и Чеченской Республики. Надо учесть также вообще это, что государство является правовое, и республика тоже, соблюдая именно данные принципы, относится именно к правовому государству. Соответственно,
являясь субъектом Российской Федерации, то ответ А, Чеченская Республика, Новая Республика, то есть является или есть демократическое правовое государство в составе Российской Федерации. Первая глава Конституции об основах конституционного строя. Она содержит 13 статей, и первый пункт этой первой статьи гласит, что Чеченская Республика есть демократическое правовое государство в составе России. Абсолютно верный ответ. Седьмой вопрос. Кто из чеченских наибов имамата является разработчиком тактики «Ночная артиллерия»? Талхик Шалинский, Иса Гендер Геноевский, Шуайба Центароевский, Джавадхан Даргоевский. Известным лицом именно в данном перечне для меня является Талхик Шалинский. Вообще была такая тактика еще кочующая артиллерия. В целом он стоял во главе разработки даже самой артиллерии. И ими вообще-то пользовались даже и зарубежные военные историки, и также специалисты вообще. Я выбираю Талхига Шалинского. Ответ А. Талхик Шалинский положил начало в мировой практике конно-горной артиллерии, тактики ночной артиллерии. Все его нововведения были взяты на вооружение в начале армии Российской империи, а затем и в мировой практике. Как следует из документов, впервые тактику ночного артобстрела Талхик применил в 1848 году против лагеря царских войск, строивших укрепления в Урус-Мартане. А для царских войск новшества Талхига оказались совершенно неожиданными. Абсолютно верный ответ. И восьмой вопрос. Какая кинокартина стала дебютной для чеченского актера Мусы Дудаева? «Белое солнце пустыни», «Горянка», «Волчья яма», «День приема по личным вопросам». Ну тут, я думаю, даже видел этот отрывок сразу же, что Муса Дудаев был именно в актерском составе фильма «Белое солнце пустыни». Но в целом он принимал во всех этих фильмах участие. В «Горянке» был другой актер, это был Дагун Амаев. Я хочу воспользоваться 50 на 50. А, мама, ты берешь подсказку 50 на 50. Да. И уберите два неверных варианта ответов. И у тебя остается А и С. «Белое солнце пустыни» или «Волчья яма». Я выбираю «Белое солнце пустыни». Остается этот вариант для меня лично. Ответ А. С 1968 года Муса Дудаев снимался в кино. Первым стал фильм «Белое солнце пустыни». Абсолютно верный ответ. Снялся он в 26 картинах на различных студиях бывшего СССР. Девятый вопрос. Название какого тейпа образовалось от их военной специализации? Жей, Цой, Макожой, Пешой. Так, тут намного сложнее, я думаю. Надо знать именно лексику, вообще, я бы сказал, слова, имеющие исторические корни. Но я только знаю, к какому ремеслу относится Пешхой. Они как хранители очага, я думаю, в какой-то мере. Так, с этим мы разобрались. Еще три варианта ответов. Если примерно сравнить именно с военной специализацией или с военным лексиконом, то ближе для меня к относящемуся к какому-нибудь оружию или то, что связано именно с военным делом здесь, является, скажем так, тейп Цой. Также и Макожоя. Цой все-таки. Цой. Это Да. окончательный ответ? Да, окончательно. И это неверный ответ. По мнению чеченского ученого Сулейманова, топоним Макожой и, соответственно, наименование тейпа Макожой связано с древним военным термином «макаш» – клинообразное построение воинов-копеносцев.
во время атаки неприятельских войск. Такой клин двигался впереди атакующих войск, первым рассекал вражеские цепи, заходя в тыл врага, брал его в окружение и уничтожал. В Макажой входили самые отчаянные и физически выносливые воины. Мухаммад, ну, я бы сказал, в шаге от победы это был 9-й вопрос, это прекрасный результат. Я, в принципе, сильно рад, что присутствовал на данной программе, потому что я для себя открыл, можно сказать, новые горизонты знания. Я всегда ищу именно исторические материалы, но я также считаю, что все-таки человек должен знать в первую очередь историю своей родины, именно историю Чечни, потому что здесь у нас очень много до сих пор таинственных, неизученных ранее, скажем так, событий или явлений. Ну и для меня это как бы новое открытие вообще, скажем так. Столкнуться с некоторыми вопросами, которых на практике еще не встречал. Мухаммад, априори человек, мне кажется, не может знать все, и должен ли он все знать. Потом тоже, мне кажется, вообще невозможно. Я рад, что ты принял приглашение, пришел. Горд, что ты дошел до почти финального вопроса. Это блестящий результат. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Аликейл Маршайл.